Воссоединение прошлого и настоящего – историческое событие, ярко свидетельствующее о памяти героев народа и их подвигах, начинается с гимном Великой Державы и Ингушетии. Торжественной передаче копий знамен, которыми были награждены ингуши в XIX веке, участвует глава региона Махмуд Али Калиматов, заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Владимир Надыкта и заместитель руководителя федерального казначейства Александр Михайлик. Одно из ярких отличий ингушского народа. Назрановское общество было награждено государем-императором Николаем I почетным знаменем за отражение нападения шамилян на крепость Назрань в апреле 1841 года. Следующая передаваемая копия – Георгиевское знамя, пожалованное государем-императором Александром II ингушскому конному и регулярному дивизиону за отличие в делах против турок. Этим знаменем ингуши были удостоены за активное участие в русско-турецкой войне в 1877-1878 годах. Ингушский конный полк тогда покрыл себя неувидаемой славой. Его всадниками была дерзко атакована железная дивизия кайзера. Со знаковым событием ингушей поздравляет Владимир Надыкта. Он зачитал приветственный адрес от полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки. Сегодня мы не просто приносим дань уважения героическому прошлому ингушского народа. Мы передаем будущим поколениям важное подтверждение патриотизма и самоотверженности их предков, которые доблестно служили Отечеству, надежно защищали свою родную землю и всю страну от неприятеля. Копии пожалованных государями-императорами Николаем I и Александром II почетных знамен за заслуги в Кавказской и турецких войнах теперь будут надежно храниться в республике, как яркие символы братской дружбы и взаимовыручки жителей региона, и гражданской ответственности и сознательности. Это не просто восстановление исторической справедливости, но и напоминание о незыблемых ценностях народа, чести, патриотизме и верности своей родине. Глава Ингушетии подчеркнул, что летопись ингушского народа богата яркими подвигами на полях сражений. И по сегодняшний день представители Ингушетии продолжают демонстрировать свое мужество и отвагу, защищая интересы страны. Наши республики берегут память о прошлом, приумножая традиции патриотизма и любви к своему Отечеству. От души хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в установлении этого исторического факта, изготовлении копий наших знамен. Хотел бы сказать, это очень важное для нас в целом мероприятие. Это связь поколений. Вы сегодня видите кадетов нашего кадетского корпуса. У нас сегодня юноармейцы. У нас факультет военный открылся в университете, чем мы уже гордимся. В будущем, я думаю, что каждый воин будет отмечен наградами, отстаивая наши интересы в целом. Интересы стратегические, которые сегодня отстаивают наши ребята. Оба эти знамени хранились в атаманском зале начальника Терской области. Это следует из докладной записки 2246, датированной ноябрем 1915 года, направленной командиром ингушского конного полка полковником Мирчуле на имя начальника штаба Кавказской туземной конной дивизии. Каждый из этих знамен – символ стойкости и мужества ингушского народа, который на протяжении веков защищал свои земли, традиции и культуру. Правда, после революции 1917 года информация об этих знаменах была утрачена. В этом году коллективом управления федерального казначейства совместно с архивистами и историками была проведена значительная работа по восстановлению информации и сбору архивных материалов. Так, часть истории ингушского народа и символы славного прошлого были восстановлены. В вопросе изготовления копий знамен большую поддержку оказали руководитель казначейства России Роман Артюхин, Владимир Надыкта, а также историк, заслуженный работник культуры Ингушетии Иса Алмазов. Сегодняшний день стал символом передачи истории и духа от поколения к поколению. За сохранение культурных ценностей всему народу выразил благодарность руководитель федерального казначейства Александр Михайлик. По сути, сегодня это день воинской славы. День воинской славы Республики Ингушетия. День гордости, доблести и чести ингушского народа. Внизу мы видим портреты 5 императорских генералов.
39 достойнейших ингушей стали полными кавалерами, полными георгиевскими кавалерами. Еще 11 героев получили императорское золотое оружие. От имени руководителя Федерального казначейства Романа Геевича Артюхина я хотел передать глубочайшую благодарность главе Республики Ингушетия за то, что вы правильно, мудро сохраняете традиции своего народа, воспитываете их на историческом прошлом. Торжественная церемония передачи знамен XIX века стала еще одной значимой страницей в истории Ингушетии, днем воссоединения с прошлым, а также послужила для всего народа воплощением гордости за богатое историческое наследие ингушей. Диана Дударова, Сулейман Костоев, Магаз 24.